Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. Главные темы выпуска. Все для победы. Рамзан Кадыров ознакомился с новой партией техники для нужд специальной военной операции. Под личным контролем. У каждого дома свой уникальный стиль, оригинальная планировка и просторные комнаты. Глава региона провел очередную инспекцию нового района имени Владимира Путина. Захваты, опасные броски и триумф победителя. Здесь борются и победители, и призеры первенства России. В спорткомплексе имени Буайса Расайтиева прошло первенство по вольной борьбе. Мэр Хасмагомед Кадыров представил главе региона партию новых автомобилей для нужд бойцов, выполняющих свой воинский долг по защите Родины. Техника приобретена за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В распоряжение руководства передано 50 машин марки УАЗ, Патриот и Буханка. Транспорт будет поэтапно направляться для обеспечения чеченских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Техника уже прошла необходимую модернизацию и в ближайшее время отправится адресатам. На сегодняшний день самые необходимые техник. Направление. Распределитель чистовой трубы. Первый квадрокоптер, герс, стег техники, стеграм, шадеги, штаба, алла, фонду выше, шадег целых, кошлон, само командир водаж, алла, цаш, самый рядовой, пришел алла, даже выше, всегда хожал, шадеги, алла, кошлон, цаш. Регион шкадол халхаши дастан ченагур масали хагаду эсо точно деш силаца цаша шаде грис шаде гришон сиду бордина моксен дайоч такой ушу шаде. На Сумском направлении в районе населенного пункта Мирополе подразделение группы Канада легендарного спецназа «Ахмат» сорвало попытку противника перебросить дополнительные силы. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Украинские формирования пытались изменить ситуацию на участке, однако оперативное реагирование чеченских бойцов не позволило реализовать эти планы. Точечные удары с применением БПЛА нейтрализовали выдвинутые резервы практически сразу после их появления на направлении. Глава региона отметил, что обстановка остается полностью контролируемой, а попытка ВСУ повлиять на ход событий завершилась безрезультатно. Новый район Грозного, носящий имя Владимира Путина, продолжает активно застраиваться. Сегодня его, а также ряд других важнейших строек с рабочей поездкой посетил Рамзан Кадыров. Сопровождал главу региона мэр столицы Хасмагомед Кадыров. Слово Турпалали Тайсумову.
Осмотр строящихся линий района имени Владимира Путина руководитель субъекта Рамзан Кадыров проводит вместе с мэром столицы. На каждом здании есть образцы фасадов. Политик внимательно осматривает их, давая свою оценку. В ходе инспекции он вносит корректировки по местам строительства. Каждый дом, да, цепляли дают. Окон первый на бикет, скопюха, кенек двое, это кенек двое. Всегда получается. Дух получается, sana одобрит, я. Вот это. Короче, свое мадикер. Около уровня здесь разные уровни. Чего да, то и юг и цауря, да, то что. Сюда их следующее. Хер лево уровня сейчас из-за что. Мармаровка 6 по 20 дату. Кусок меньше дату. Это ну, все полное величина. Жизнь. Очень гордом таю, что каждый дает много. Разные он, каждый чантол, цюка элементы новые. Мармаровку шедю, ламинам шедю, еще есть фасадчиш, обычно. Именно английский квартал, что домашний, Чеченской квартал, Репона. Обтягнутый последний нагад из мармарок стекло душу, уже бежевую, уже серую, и последний на голове. Слева идешь через чуры. Что там у нас? Юка творим, что там с ресторан сорвался. А дорог мухи. Пора ишта, что халха можно что, так арабы самцов. Это я и балкон, что золотистые цвета, что это. Ezekben dalatni a школьный вид хацалоцу, но и каждый дом man халха zum дату софтабе с дом там муха любойчи. Каждый дом да zum хала и дальше муха до дом масета же шайк zum паспорт объекта да и до дату и локта и муха там этим право еще. За считаю это. Это не долго. Юлина. Уже первый это шагает на цель. Горько. Горят. Он высочайший, биарный, синий стекло души, цинцы горы, коричневый стекло. Все коричневое будет, да? Синего Да, не спал. Это. Юка главное, но главное нам довольно до первого надо домашнего туалета и сам. Точно. Каждый очень образуется. Вот не добрый тим, не говорит, надо он ищет. Ну, Вести, что да? Все понятно. Это там ты долго поедешь. Сатер целый клая. Что что именно и уйдётся от здания, то на юг прилегающее здание, чёртый, шаш. Это фасад что угла туда туда. Элемена, скорость следования подушки безопасности на полном ищу. Окон ищу. Это было и черным пламенем, черным золотом. Дочерный ищу. Юг эргаем шдук ширела, шимкиге стекло штафта дайте. Юг арю лайо штафта. O sorta hazdina ergaем. Да точно, жимдик цекло. Это нанесет его. Вот всего то. Из полной стеклянной души проекта iştirdim. Из до сорта цвета магар. Легко калиштер из полной черной iştirdim. Yok. Sen de işte Evet. O konuda güçtür.
Eliminare sau uști să de viziune, compoziție și o română, ai rămânem iarăși maximal cu șațon, ai chandin da compoziție și tot șaț, rămânem ca min mărmăroc elimin șaț, să mă dicaci să și în hârdul ăla de Вести. Zum Zwei Stoß, почти 300 своих веры, zum der Hebelerisch, zum Westjärz, ist Jürgen auf der Площадке, zum Tode, zum der тяжелый дом, из-за его президентский дом, zum der президентский дом. Бухчар халдой чо бахара из-за всех ладовор сам халдой бухчар халдой шо Zwei Stoß, основание. Москва ноль балю сейсмик шеф. Ой, до чада 9 балю. Сам общая проблема, это просто сразу дом на дверь чем было. Ой, свой что очень окон позади что. В нахском стиле был дом даться, забашли сан начало был шитер, киши ясия. Это на цадор. Сонде башня сан шит камень. Yollarda başladı, şimdi srednja škola. Dihaju sadik škola daje šopa voraju. Ši škola, ši sadik sport kompleks одновременно daje ši. Домашню житель ši ремонтчин заселиться динчена, а кичеру коше. Дедоша, ši бер школе да та еще кичеру коше. Карта школе очень садик. Хас Магомед Кадыров показал руководителю региона и другие перспективные проекты, ожидающих старта. Для наглядности были показаны 3D-модели. Эти школы тоже на проекту Мачакала оболено биологию учащался проект и чуть биологию учащался на посадка юрицын Болгуцу да с января уже бетонный был штат, что до этой школы. 1 сентября Йоркшир учебный год. Значит, концертный зал, хопкаги этой школы, хопк ресторану, хошеги зеленую зону шил. Все детский фонтан ценду, очень световой фонтан, придопка дошел, диады, почти 6 гектар латтяхулый фонтан, музыкальный фонтан, да, тиз? Бюсен, свеч, ушли, чистор дошли, полный. Полный, что? Hoş говорится, говорит. Царь баста и мела сюжетирую паркет. Yok olacağına. Da surt taşacım hiyetize. Uçt istekler sohbeti yüz. Yok metkiyor. Dici știți-abin ajaj iet la o tantagun, sunt ce sezonul olcena la diordoș. Acțigarul și o grănită broșatca bărdoș ușează kazatina, haka чуай тюшуже. Укана ucena яцируешь. Исановым шушек заказатина. По словам руководителей участков, практически никакая погода не помеха для своевременного исполнения поставленных задач. Мы работаем в любую погоду. Поэтому погода она создает только небольшой дискомфорт, если, допустим, идет. А так на график работы, исполнение работ не влияет. Как говорят эти специалисты, дайте мне проект, я построю космический корабль. Нужна проектная документация, не проблема построить любой дом. Важно отметить, что снабжение строителей всем необходимым обеспечено на всех участках нового района. У каждого дома свой уникальный стиль, оригинальная планировка и просторные комнаты. Неизменным остается качество и сроки завершения, которые всегда опережают время. В Исаитовском районе города продолжается возведение таунхаусов. Согласно плану, по словам мэра столицы, будет построено 200 таких объектов. Часть из них будут готовы весной следующего года. А еще в качестве благоустройства заложено возведение футбольного поля и религиозного учреждения.
Хокабошна хан 170 ценоды, 40 ценоды, Хока 40 каркатайчи, 231 танхауси. Армет полно застраиваться, но Рамзан Хока вышел. نعم شاي جينس صوت سبيشات وشاي وشو أخذكوا أدم دو شاي هو أبو غازي نشوف وش عشبوك عشان فوتبول وش سيسي وش 231 تنغاوسير 125 квадрат يولش قوسبالني زال يولش Yok kulüz spalni detski zal yolşu 100 oktiyat yaşında 200 tam hausu ala alwon bir raçoy deliktina o kabin bol na paltara miler de baron enzemeler dara почти эту там hausu ta обычно ценосан işte yoch нахан удобный yoch Ишт бобу кандид. Ишт вахиду. Инский следующий то еще шокант я шоуаха до конца ишт вайру. Данмон бо бабуч вон шабеге белой шбо. Вон дери шадег ахчуй делиттина юшак шайг материал техника шайг гумайолшо. Ката проблема шунда цдалмола. Охотина усрокти мархибота. Гичалу кон шайги. Хока Рамзан Матович, цен заложитель футбольное поле, детские площадки шушун, до Диолаха, между Хожерду. Хока, что оживится динок метко цундер Хокан, между Хожерду Хока. Это проект, цухена дин заложитель интерес индует реализовать. Городоначальник столицы рассказал и о других полезных работах, проводимых в разных частях города. К примеру, снабжение людей чистой водой с заменой ветхих сетей, а также обеспечение домов и квартир голубым топливом. Водопровод, канализация, труба, кедавы, асфальт швадвах, шинзи, погодик, хажан, золой, график, план, хотел, дешек, чаткалаты, сверх, не плановый шпац, шаша, бек, бабович, фонда, с 20-го года, хаж, порывшил на обращаться до водопровода. Анализича ел порученец с 20-го года уже более 500 километров. Есть более 500 километров водопровод прицна, так и водопровод причется на улучшение заяв хазчин 22 год даже около 3000 заявки няха за текущий год 500-700 цуюка бензина, процентов 40-50 цуюка уже улучшен в Луцанах. В ходе строительства таунхаусов рабочие, несмотря ни на что, с душой исполняют поставленные цели. При этом они отмечают, что их труд хорошо и своевременно оплачивается. По завершению люди получат прекрасные условия для проживания. И такая работа не прекращается. После каждого открытия начинаются новые строительства. Турпа, Лолита Исумов, Джабраил Хаджиев, Ислам Ибрагимов и Саид Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. В столице прошла торжественная церемония подведения итогов 12-й международной журналистской премии «Золотое перо», посвященной памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Организатором конкурса выступило Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В мероприятии приняли участие представители СМИ, лауреаты конкурса и приглашенные гости. Почетным гостем церемонии стал глава региона. Победителям в различных номинациях были вручены дипломы, памятные статуэтки и денежное вознаграждение. Рамзана Кадырова наградили за создание необходимых условий для развития индустрии, средств массовой информации и всемирную поддержку журналистского сообщества. Выступая перед собравшимся, руководитель субъекта отметил значимость премии для поддержки профессионального журналистского сообщества.
Ассаламу алейкум, дорогие гости и участники. Впервые золотое перо прошло 20 лет назад, а кажется, будто это было вчера. Нам было тяжело начинать конкурс, но мы были уверены, что он станет международным. Я благодарен каждому за эту важную работу, и в том числе автору проекта Муслиму Худжуеву. Поздравляем победителей. Тем, кто не получил награды, желаю удачи в следующем году. В любом случае, этот конкурс нас объединил. Спасибо за внимание. Аллаху Акбар, Ахмад Схила. В Грозном состоялось заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Собрание прошло под председательством главы Федерации профсоюзов субъекта Хусейна Салтагиреева. В обсуждении важной темы участвовали представители правительства региона, профсоюза и Министерства труда, занятости и социального развития. Ключевым вопросом стало подписание проекта о минимальной заработной плате в Чеченской Республике на 2026 год. Документ устанавливает новый размер МРОТ. С 1 января наступающего года он составит 27 093 рубля, что означает повышение более чем на 10%. Также рассмотрели результаты работы региональной службы занятости по содействию трудоустройству людей с инвалидностью. Кроме того, стороны подписали еще одно соглашение. Оно включает комплекс мер социальной поддержки населения. Взаимодействие в рамках договоренности позволит укрепить социальную защищенность жителей. В спорткомплексе имени Бувайсара Сайтиева царила атмосфера настоящей спортивной битвы. Здесь прошло первенство Чеченской Республики по вольной борьбе до 21 года. За звание сильнейших боролись будущие звезды этого сурового и благородного вида спорта. Подробнее Ахмед Рамазанов. Спорткомплекс имени Бувайсара Сайтиева продолжает принимать масштабные мероприятия. Очередным стало первенство Чеченской Республики по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Соревнования собрали сильнейших молодых спортсменов со всех районов региона. Турнир – это шанс для борцов попасть в сборную команду республики. Ожидания, основные ребята, которые у нас попали на первенство России, уже отобрались. Здесь мы будем выявлять новых ребят, которые будут иметь право бороться на первенстве СКФО, которые тоже постараются для себя занять место, чтобы побороться на первенстве России. Это стандартное первенство у нас. Мы приблизительно всех ребят знаем, большинство. Что от кого ожидать, тоже знаем. Здесь сюрпризов не будет, так что просто наблюдаем, смотрим, кто в какой форме. Звание сильнейшего в своей весовой категории оспаривают 200 атлетов. Эти соревнования – важнейший этап становления юных спортсменов. Здесь выявляют новые таланты, проходит строжайший отбор и закаляется спортивный характер в ожесточенных схватках. Турнир проходил в напряженной и зрелищной борьбе. Юниоры демонстрировали высокий уровень подготовки, техническое мастерство и настоящий бойцовский характер. Исрапилу Саказову 17. Данным видом спорта занимается 6 лет. Участвовал в различных соревнованиях и занимал призовые места. В своем поединке парень уверенно одержал победу со счетом 11-0. За схватками наблюдают опытнейшие судьи, чтобы атлеты показывали свои способности в должной мере. Но бывают и спорные моменты, которые требуют должное внимание. Турнир проходит на хорошем уровне. Здесь борются и победители, и призеры первенства России, победители Европы. Очень много моментов сложных. Непонятные ситуации, когда тренер не согласен с решением судейской бригады, он выкидывает челлендж. Мы смотрим на телевизоре видеоповтор и выносим правильное решение. Победители в своих весовых категориях получат кубки и медали, а также возможность дальнейшего развития в борцовской карьере. Ахмед Рамазанов, Жабраил Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. В республике прошел крупнейший фестиваль национальной хореографии. В этом году конкурс «Вершина Башлама» вновь собрал лучшие танцевальные коллективы, чтобы определить эталон исполнения знаменитого чеченского танца. Танцоры соревновались в мастерстве, синхронности и энергии, доказывая, что башлам – это живое пульсирующее искусство. Итоги танцевального события Медина Мударовой.
До начала конкурса считанные минуты. Воспитанник Шатойского дома культуры Идрис Егаев отрабатывает каждое движение своего выступления, которое, к слову, значительно отличается от остальных, ведь юноша исполняет танец с кинжалами. Номер опасный, но в то же время приковывает внимание каждого. В таком деле важно быть полностью сконцентрированным, признается Идрис. Вначале было страшно, реально. Я подучил, дома учил. Дальше вообще не страшно было. Бак тадиллар уж лазгош. Тага бак делаешь, далее стаж. Да, именно. Веер амирас. Масih уж богатый далее стаж. Так вообще умно цадиллар бесстрашно лаур. Вчера репетировал 1 час. Тансахтам был бинас. Кузах жим болха бина на утрук штикисна. Второй республиканский конкурс хореографических коллективов Чеченской Республики «Вершина Башлама-2025». Он посвящен светлой памяти выдающегося танцора и хореографа Хасана Алиева. Признанный мастер танца, лауреат множества фестивалей, который оставил глубокий след. Хасан был не только заслуженным работником культуры, но и руководителем прославленного республиканского детского ансамбля песни и танца «Башлам». Среди собравшихся есть те, кто с самого детства помнит легендарного человека. Чтобы сегодня сказать, что он ставил только танцы, это почти ничего не сказать за него. Хасан через свои танцы показывал быт чеченцев. Он показывал гиллах чеченцев. Уважение, как надо относиться к гостям, как надо быть дома, как надо относиться к женщине. Все вот эти вот чеченские обычаи, адаты он показывал через танцы. Конкурс организован отделом культуры Шатойского района в рамках нацпроекта «Культура». Он собрал на одной сцене талантливые коллективы из сельских, районных и городских учреждений. Все выступления яркие, наполненные жизнью, отточено каждое движение. Среди участников хореографических коллективов в сельских районах и городских муниципальных учреждениях культуры в номинации «Соло», «Ансамбль» и «Дуэт». Всего 2 возрастные категории – от 6 до 11 лет и 12 до 18. Перед жюри, состоящим из признанных мэтров хореографического искусства, стояла поистине сложная задача – определить лучших среди такого количества талантов. Они внимательно следят за выступлениями, оценивают технику и артистизм участников. Что на таком уровне у нас в республике есть коллективы. Почти в каждом районе. Особый колорит придал и широкий репертуар выступлений. Помимо чеченских национальных танцев на сцене исполнили и грузинский, аджарский. С ним выступила воспитанница Грозненской школы искусств Жасмин Дукаева. Этот конкурс не только дань памяти великому хореографу, но и яркое подтверждение живой силы искусства, его способности объединять людей и вдохновлять на новые свершения. Выбор был непростым, но справедливым. В номинации «Соло» первое место заняла воспитанница детской школы искусств города Аргун Жасмин Дукаева. В номинации «Дуэт» победителем стал коллектив Курчалоевского дома культуры села Майртуб. Ну а коллектив Центра культуры и досуга Гудермесского района «Барт» стал первым в номинации «Массовый танец». Победители и призеры получили кубки и грамоты. Завершилось мероприятие памятным фото. Медина Мударова, Седмин Мусаев и Сайтселим Ампукаев. Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.